Добрый день, дорогие друзья! Эта запись делается 3 февраля 2018 года. В WhatsApp появились сообщения о том, что в городе Грозный по адресу проспект Ахмата Кадырова, 159, появился некий медицинский центр Авиценна, в котором якобы занимаются тем, что обманывают и обирают людей, которые сюда обращаются. Центр Иланил, тага хинца Илан ячин, таюлина ячин, хинца лицензия хайла ячин, бог табулина бачит, цатак принятина бачит, хохтак хархамма язиня ха, чо ямаклу инашин, и бог дати чин, твишал да хар хаит хар, центр хинца Илан ячин хаит хар эл, ди хардин мадерди чисту янур сокус, так смаалара Октябрьский район префектуре. Обратиться один цех, сара подтвердить, хинца лицензия хайла яц, устаган хинца центр хайюна яц баба улила вацел и сообщение шмичерев цахашен эл. И что он дуккуда, так дела ишт клевета олцунах и хум лелич не исходуйте эматина дал халха жапто халу хидуйте иштум лилуча дал иманя суду хилуй масера. Кто-то написал и распространил в WhatsApp уже несколько сообщений о том, что медицинский центр Авиценна, который открылся в городе Грозный, занимается тем, что обманывает людей. Самое интересное, что лично я узнал об этих сообщениях, об этих рассылках от самого руководителя этого центра, который пришел 2 дня назад ко мне навстречу и попросил просто прийти в этот центр, посмотреть, увидеть все собственными глазами и по возможности сказать здесь на канале о том, что я здесь увидел, сказать правду. Придя по указанному адресу, я здесь увидел современный, хорошо оснащенный трехэтажный медицинский центр, насколько я понимаю, самым современным оборудованием. Но что самое интересное в этом центре, он еще не открылся, он еще не работает. Только вот сейчас, в феврале 2018 года, должно быть его открытие, где-то минимум через недели-две. Для того, чтобы проверить эту информацию, я в свою очередь обратился в префектуру Октябрьского района, попросил прокомментировать информацию, правда ли, что центр еще не открыт, что он еще не работает. И в префектуре Октябрьского района мне объяснили и подтвердили, что центр еще не открыт, что центр еще даже не работает, что он еще не принимал клиентов и даже не мог принимать, потому что у него до сих пор еще нет лицензии. Что интересно, даже если бы на данный момент этот центр уже давно был открыт, и если бы он работал, то вот эти рассылки WhatsApp, они в принципе не могли бы быть правдивыми по причине того, что надо быть просто элементарно глупым человеком для того, чтобы построить трехэтажный большой медицинский центр, оснастить его современным оборудованием, взять на работу около 40 человек, трудоустроить около 40 человек, 14 человек из них повезти в Москву и провести для них обучение у израильских специалистов, как мне объясняют здесь. И что после всего этого в наш век современных технологий пытаться здесь обманывать людей. Это как минимум было бы глупо, это как минимум не соответствует никаким законам логики. Таким образом, получается, что человек, который записал и распространил эти сообщения, пытаясь принести вред людям, которые здесь открыли центр, которые здесь работают, тем самым достиг совершенно противоположного эффекта. Фактически он сделал очень хорошую рекламу, я так понимаю. Также интересно и то, как написано это сообщение. У меня филологическое образование, может быть, я не такой хороший специалист, как некоторые, но лично я в этом сообщении, в элементарном небольшом сообщении, в одном, насчитал примерно до 40 ошибок. Но что, опять же, интересно, при этом
человек, который писал это сообщение, знал название аппарата, на котором здесь собираются работать. Может быть, кто-то пытался устроиться на работу, но не прошел по конкурсу. Может быть, еще что-то. Но вот эти вот налицо черная пиар-технология, с помощью которой пытались принести вред этому центру. Но в данном случае, я так понимаю, они, скорее всего, добились, наоборот, обратного результата. Также руководитель центра сообщил мне, что они обратились с заявлениями в различные правоохранительные органы, в прокуратуру, МВД, для того, чтобы найти автора этих клеветнических сообщений в сети и наказать его в рамках законов Российской Федерации. Ассаламу алейкум, добрый вечер, жители Чеченской Республики. Меня зовут Магомед Саламов, я являюсь юристом организации медицинского центра Авиценна. Недавно нам стало, буквально на днях, известно о том, что по социальной сети WhatsApp распространяется заведомо ложная информация, якобы, что клиника Авиценна назначает ложные анализы, в общем, разводят людей, грубо говоря, на деньги, что сдирают с них деньги, облагают их кредитами и потом кидают, несмотря на то, что фактически диагноз не существует. Вот такого рода, то есть там объемный текст, и оно распространяется по всем жителям республики. Хочу донести до сведения до жителей республики, что официальное открытие нашей клиники еще не состоялось. Мы находимся на стадии получения лицензии. В нашей клинике приобретено все самое современное оборудование для диагностики. И что касается анализов, у нас заключены контракты с московскими ведущими диагностическими центрами, чтобы туда направлять и непосредственно получать фактически неопровержимые анализы, комплекс анализов, и эти анализы будут проводиться намного дешевле, чем у других организаций. Это первый момент. И у нас врачи проходят повышение квалификации в центрах Москвы, где они обучаются пользоваться данным оборудованием, но у нас работа еще не запущена. Обращаясь к тем лицам, которые распространяют эту информацию, что мы этим занимаемся активно, мы подали соответствующие заявления во все правоохранительные органы, то есть за ту клевету и порчу деловой репутации эти лица будут привлечены к уголовной ответственности в соответствии со статьей 128.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. И мы намерены предъявить иск за причиненный ущерб данной организации и просим не обращать внимания на подобную клевету, которую про нашу организацию распространяют. И мы, честно говоря, нету ни одного лица, которое мы обслужили, от нас пострадал. Мы еще работу не запустили, планируем в течение недели-двух, как в зависимости, как мы получим лицензию на уже медицинскую деятельность, запустить. И тут уже наши пациенты сами оценят проделанную работу, и я надеюсь, что мы будем высококвалифицированно оказывать медицинскую помощь жителям нашей республики.